Добрый вечер. В прямом эфире программа «Грани времени». В студии Леонид Велихов. Информационным поводом для сегодняшнего разговора в нашей студии стал инцидент, открывшийся на прошлой неделе в Москве, в Манеже и организованный Российским военно-историческим обществом выставки 1941-45 «Отступать некуда». Так она называется. Придя на нее, как я понимаю, один из наших сегодняшних гостей, Леонид Гозман, увидел на полу выставочного зала черные стрелки со словами, с фамилиями Гитлер, Геббельс, Гозман. Позднее обнаружилось, что сомнительной чести попасть в один ряд с главными нацистскими преступниками удостоился не только он один, но еще и историк Марк Солонин, и историк Андрей Зубов, кинокритик Виктор Матизен, бывший мэр Москвы Гавриил Попов. Все они виноваты в том, что в разное время высказали на Вторую мировую войну взгляды, не совпадавшие с теми, которых придерживается Российское военно-историческое общество. Вот так у нас стало легко попасть уже не только в пятую колонну, но чуть ли не в военные преступники. Напомню, что возглавляет это самое Российское военно-историческое общество министр культуры Владимир Мединский, а в членах попечительского совета значится вице-премьер Дмитрий Рогозин. Сегодня мои гости в студии, сам главный виновник торжества Леонид Яковлевич Гозман. Добрый вечер. Добрый вечер. Журналист Галина Сидорова. Добрый вечер, Галя. Добрый вечер. И по скайпу с нами еще один из виновников торжества, Марк Солонин. Марк, вы с нами, правда? Да, конечно, я всегда с вами. Замечательно, замечательно. Замечательно. Ленечек, ну, начнем. Вам все-таки, как говорится, главные почести, главная честь в сегодняшнем разговоре. Судя по вашему открытому письму на имя Мединского и Рогозина, вас сильно задела эта идиотская выходка? Нет, она меня абсолютно не задела. Так. Я, разумеется, попал туда не случайно, а потому что мне позвонил журналистка одна и спросила, что я по этому поводу думаю. Я был совершенно поражен и пошел проверять. Думаю, наверное, что-нибудь перепутала девушка. Нет, девушка не перепутала. Надо сказать, что там все-таки вот я не хочу делить со всеми эту честь, потому что рядом с Гитлером и Геббельсом только я. Да, да. А вот Марк и другие люди, у них цитаты на полу, и, значит, надо ходить по их цитатам и тоже по их именам. Значит, нет, разумеется, меня выходки идиотов не задевают. Но я к этому отнесся очень серьезно, о чем я, кстати, написал господам Мединскому и Рогозину. Да, что не то, что они меня написали. Обидели и так далее, не то, что я их испугался, я всякую трусливую гопоту давно не боюсь, какие бы посты они ни занимали. А дело в другом, я очень серьезно отношусь к самому событию. Вот, знаете, у нас фашизм – это скорее ругательство, чем определение. Ну, в силу особенностей истории нашей страны, да? Но на самом деле это ведь определение. Фашизм – это определенная система организации общества. И вот мне кажется важной в этой системе, ну, у нее много всего есть, там, в экономике, в политической структуре и так далее, но мне кажется очень важно вот что. Это такая толпа агрессивного жлобья, руководимая высшими государственными чиновниками. Вот на самом деле что. И они определяют, кого бить, кого нет, кто правильный, кто неправильный там, и так далее. Мне рассказывал один немец, старше меня, что ему рассказывал его отец, что когда пришел к власти Гитлер, они были в ужасе еще от того, что, ну как же так, у нас в Германии вот это жлобье, вот эта серость, дикость, что они могут управлять. Ну ладно, мы знали, что они есть, но где-то на задворках. А оказывается, это и есть теперь высшая власть Германии. Да? Вот сегодня, я боюсь, это, по крайней мере, часть высшей власти России. И вы знаете, я серьезно к этому отнесся, потому что из мировой истории понятно, что физические расправы предваряются публичным поношением. Ну, да. Знаете? И поэтому я написал этим двум джентльменам, что они делают ровно то, что делали лидеры Третьего Рейха, когда готовили Холокост. И я им напомнил, что если те, кого преследовали лидеры Третьего Рейха, часть из них выжили, наладили новую жизнь, то самих лидеров Третьего Рейха повесили. Вот, собственно говоря, и все. Замечательно. Марк, а какую бы вы дали интерпретацию вот этому вот событию и насколько, опять же, вы-то сейчас далеко, насколько оно вас лично затронуло? Оно меня лично затронуло, и я поинтересовался, что все-таки такое за военно-историческое общество. Я узнал о нем самое главное и спешу рассказать всем, кто нас слышит. Все, что вы должны знать про военно-историческое общество имени Мединского, это 109 589 в день.
Кого? Это не израсходованные патроны на Сталинградской битве. Это 109 589 рублей в день только на административные расходы. В день 109 тысяч, ну почти 110. Из госбюджета они получили в позапрошлом году 285 миллионов бюджетных денег. Так. В 2015 году 325 миллионов бюджетных денег. А кроме того, им помогают частные спонсоры. Ну, самый крупный частный спонсор, который помогает господину Мединскому и его общественникам, это РАО РЖД. Понимаете, такой частный спонсор РЖД со стопроцентным государственным участием. Вот они им подарили где-то там стольничек миллионов. Транснефть, частная компания, как вы понимаете, подарила им тоже сколько-то и так далее. То есть это патриоты, которые купаются в бюджетных деньгах, просто плещутся в них. Плещутся. И по большому счету, кроме этих денег, там ничего интересного, на мой взгляд, нет. А что же касается того, что маленькая цитатка из моей книги оказалась доступна публике, я остался очень доволен. Потому что они не ошиблись, они очень правильно написали. Она, ну, на мой взгляд, на 100% не вызывает никаких сомнений. Там сказано про массовое дезертирство, массовое неисполнение приказов и массовую сдачу в плен. Ну, трудно представить, чтобы человек, имеющий хотя бы минимальное представление об истории 1941 года, усомнился в достоверности этой цитаты, так что я даже как-то удивлен, насколько они тактично подошли. Марк, вы знаете, я должен вас огорчить. Дело в том, что на этой выставке никого нет. Поэтому вот они не смогли ее популяризировать, потому что они ничего не могут популяризировать. Там совершенно пусто, там вообще никого нету, понимаете? В таком случае популяризируем ее мы сегодня. Вот сейчас мы ее популяризируем. Но я думаю, что среди той публики, на которую рассчитана ваша передача, имя Марка и так известно, и они его работы знают. Бесспорно. Бесспорно. Галь, ты в данном случае такой все-таки человек со стороны, не затронутый непосредственно этими джентльменами, как выражается Леонид Яковлевич. Какой твой взгляд на это событие? Ну вот я хочу просто начать с того, что зачитать вам цитату, потом скажу откуда. «Простые граждане объединились вокруг патриотических идей в едином порыве. Поэтому те, кто считает себя более продвинутым и интеллигентным и умным, должны с уважением относиться к их чувствам и выбору. Жонглируя красивыми словами о свободе, нельзя оскорблять чувства других людей и национальные традиции». Это цитата Владимира Владимировича Путина, которую он, так сказать, произнес, вот, насколько я помню, в своем послании в Федеральном собрании. В общем, надо умничать. Да, не надо умничать. И я хочу сказать, что вот для меня лично, как для гражданина и как для журналиста, но прежде всего как для гражданина, самым большим преступлением Владимира Владимировича лично и власти, которую он сегодня возглавляет, является вот то, что они сделали с нашим обществом и вообще с нашей страной, прежде всего именно с обществом. Потому что вот ту ненависть, ту взаимную какую-то нетерпимость и вот это вот деление на врагов, на предателей, патриотов там, и так далее. То, что люди буквально, нормальные люди уже не могут, до недавнего времени казавшиеся нормальными, да, не могут нормально между собой обсуждать какие-то вопросы, я считаю, что это его огромная вина. И я надеюсь, что когда-нибудь, возможно, мы вот сможем это оценить по достоинству. Да, я понял. А я вот еще у нас на заднике, это я специально попросил нашего фотографа и оператора пойти на угол Лихого переулка и Садового кольца, где огромная такая, значит, висит просто, ну, во весь брандмауэр стены трехэтажного дома, огромная такая реклама этого военно-исторического общества, которое меня поразило. Я несколько раз проезжал, не успевав прочитать, что это такое. И мне казалось, что это реклама какого-то фильма о вермахте, еще, в общем, о нацистах, потому что какие-то странным образом изображены советские офицеры в таких видоизмененных, несколько приукрашенных фуражках с такими высокими тульями, которые были именно в вермахте, а не в Красной армии. Ну вот, у меня вообще такое впечатление, я
соотношу то, что я говорю со словами Леонида Яковлевича, что вот какой-то что-то там по Фрейду, там чего-то такое в этом нашем военно-историческом обществе брежет в мозгах ассоциации, в которых они подозревают и обвиняют других. Вот так вот скажем. Даже без вот каких-то ассоциаций, я, честно говоря, я просто не могу вспомнить точно, где висел этот плакат, но вот перед 9 мая, по-моему, перед вот прошлым 9 мая, как раз в соцсетях бродила фотография, которая висела вот, ну, тоже рекламная, так сказать, и патриотическая, как бы, да, напоминающая нам о каких-то там подвигах времен Второй мировой войны с Красной армией, но там были, на самом деле, в результате, там были офицеры вермахта. И это реально, то есть это о чем говорит, что люди настолько далеки, по большому-то счету, от всего этого. Ну, да, они только, так сказать, занимаются этой пропагандой, но они даже не понимают, что они собственно, пропагандируют. Да, хотя определенный ассоциативный ряд здесь по такому, во всяком случае, частному одному каналу есть, потому что почему, собственно, Леонид Яковлевич, вас ведь, как нам пояснил, мы сейчас послушаем кусочек, фрагмент интервью, в студию они к нам не пришли, научного руководителя этого самого военного исторического общества господина Мягкова, вас ведь такой чести удостоили за ваш старый грех, за то, что вы уподобили, сколько это было уже лет, 5, наверное, Нет, назад? года 3 всего. Года 3, да. Больше, чем 3 точно. Больше, чем 3 точно, уподобили СМЕРШ и НКВД. СМЕРШ НКВД, СМЕРШ был разный, был СМЕРШ фронтовая разведка, а был СМЕРШ карательные отряды. Да? Я сказал, что СМЕРШ НКВД и СС по сути ничем не отличаются. Давайте все-таки дадим слово, пусть в таком заочном порядке, конечно, вашему оппоненту, господину Мягкову. У нас есть аудиозапись его интервью, кусочек послушаем. Да, действительно, там стрелка такая есть, но она ни в коем случае не обозначает, что организаторы выставки каким-то образом хотели лично оскорбить Гозмана, Леонида Яковлевича. На самом деле стрелки это обозначает путь к тем материалам выставки, которые, на взгляд организаторов выставки, да, основаны на недостоверных источниках, которые в исторической науке принято критиковать за их недостоверность. Там есть и Верховная Рада, и другие материалы, которые присутствуют на этой выставке. И никаким образом, да, Российское военно-историческое общество, организаторы выставки не имели в виду, чтобы посетители должны были топтать эти стрелки, да, и тем более там ассоциировать это с их именами. Мы признаем, что допустили, наверное, ошибку, что поместили их на полу. В любом случае, да, эта стрелка будет убрана. Возможно, указание к этим материалам будет размещено каким-то иным другим способом. Тем не менее, мы оставляем за собой право ставить материалы, которые мы считаем недостоверные, и, конечно, оставляем за свое право критиковать те высказывания Леонида Яковлевича, которые, на наш взгляд, наносят ущерб исторической памяти и оскорбляет память и ветеранов войны, и вносит сумятицу в головы нашего молодого поколения. А именно его сравнение, например, войск СС с войсками НКВД и СМЕРШ, на наш взгляд, это оскорбление памяти тех тысяч солдат, которые в годы Великой Отечественной войны выполняли свой долг, ловили немецких шпионов, и сравнение их с убийцами-насильниками СС, которые убивали ни в чем не повинных людей, проводили политику геноцида, это ни в какие рамки не лезет, да, и мы оставляем за собой право критиковать такие высказывания, тем более публичные Леонида Яковлевича. И еще один пример, который касается его недостоверных утверждений, не основанных на источниках, о том, что якобы войска НКВД расстреливали в Чечне в феврале 1944 года мирных жителей в селе Хайбах. Проводилась специальная проверка еще в 1990 году, и это преступление было не доказано, и голословное утверждение, как нам кажется, оно наносит ущерб репутации, в том числе и современной России. Там есть разные, в том числе там присутствует фамилия Резуна, известного под фамилией Суворова, высказывания Гавриила Попова по поводу там Великой Отечественной войны, как нам представляется, недостоверные. И посетители выставки вправе сами, да, определить. Это своеобразный такой исторический тест, да, что достоверно, что нет. Ну, как говорится в известной пьесе, Сиплый начал пятиться. Так. Немного он сдал назад, но потом еще опять. Как, да. И тем не менее, вот, Марк, я бы хотел вас призвать как для оценки
правомерности все-таки сравнений с МЕРШ НКВД, раз уж зашла эта тема, с войсками СС, с их действиями. Вы согласны с Леонидом Яковлевичем в его той, уже, так сказать, старой оценке, на которой Леонид Яковлевич, насколько я понимаю, сегодня настаивает? Если коротко, то, конечно, да. Если чуть более развернуто, то, понимаете, можно, конечно, заниматься выяснением мельчайших нюансов, и тогда у нас будет много всяких нюансов. Вот НКВД, были войска НКВД, которые там решали одни задачи. Было НКВД, как весь наркомат. В него иногда входил, иногда в него не входил НКГБ, то есть уже чисто политическая полиция. Можно вспомнить о том, что СС тоже был Waffen-СС, то есть боевые части СС, по сути дела, подразделения, ну, части соединения сухопутных войск. Были так называемые черные СС, то есть это именно каратели, охрана концлагерей и так далее. Можно заниматься этой детализацией, но я не очень думаю, что она нам нужна. В любом случае и те, и другие были силовыми органами, и в значительной степени карательными органами двух тоталитарных диктаторских режимов. То, что эти режимы с точки зрения их кровожадности, бесчеловечности, жестокости совершенно стоят друг друга, невозможно их сравнивать, потому что оба хуже любых мыслимых человеческих мерок, поэтому оба хуже. И любые структуры, которые занимались вооруженной защитой этих режимов, занимались уничтожением противников этих режимов, при этом попутно нарушая все возможные законы, правила ведения войны, нормы какой-либо минимальной гуманности и так далее, они преступные организации. Не вижу даже как-то особой почвы для дискуссии. Я вас понял. А вот теперь мне хочется, обращаясь уже, выходя из времен Второй мировой войны, обращаясь к современности, спросить вас, Леонид Яковлевич, и тебя, Галя, чтобы вы мне разъяснили. Вот, с одной стороны, Владимир Владимирович Путин призывает к примирению и единству, к снятию каких-то всех этих исторических противоречий и конфликтов в исторической памяти. С другой стороны, вот делается вот эта такая постоянная попытка скандализировать эти события. Кто искренен, кто притворяется? Что за игра такая идет странная? Вы знаете, я бы сказал три вещи. Во-первых, вот по поводу того, что говорил господин Мягков, все-таки мне хотелось бы на это отреагировать. Я не хочу с ним спорить. По сути, это, действительно, в общем, Марк все сказал, это в общем, жалкие какие-то такие рассуждения. Вот. В общем, какое общество, такой научный руководитель. Понятно, господи. Я не про то. Мне кажется, вся история вот с этой надписью «Меня» рядом с Гитлером и Геббельсом, она очень оптимистичная. Потому что, вы знаете, это, я не помню случая, когда они отступали. Вот я не помню такого случая. Слушайте, офицеры России взяли и закрыли выставку. По факту. Взяли и закрыли, да? А до этого эта же шпана обливала зеленкой, мочой, чем они обливали детишек, которые участвовали в концлагерях. И ничего им за это не было. Золдостанов, вот этот самый хирург на мотоцикле, знаете, обложил Райкина, и Песков говорит, извинись, а он Пескову посылает. Да? И так далее. Вот они все время наступают, понимаете, уже дети будут сейчас учить эти 7 православных соборов. Тут дикость какая-то, вот этот мрак наступает, да? И их никак не остановить. А вот тут, я понимаю, что это мелочь. И, конечно, то, что это моя фамилия, вообще ерунда просто, да? Мне действительно плевать. Я понимаю, что это мелочь, но это пример. Понимаете, вот это пример, когда они отступили. Вы же видели, да, вы сказали, Сиплый, да. Значит, попятился, да? Да. Они... Суток не прошло с моего письма. Они сняли фамилию, да? Мы, говорит, не хотели его обидеть. Похвалить, наверное, хотели. Просто. Может, не того Гозмана имели в виду? Понимаете, если я скажу, что я думаю, они меня потом в суд за оскорбление. Зачем? Вот. Так вот, и у канала будет неприятности вашего. Поэтому я не характеризую господина Мягкова, но, понимаете, они действительно испугались. Они испугались, и это прекрасно. А чего они испугались? Не моего текста. Не моего текста, каким бы он там убедительным и жестким не был. Вот. Я его за 15 минут написал. Посмотрел, отправил сразу. Они испугались общественного возмущения. На мой текст в Фейсбуке было более 1300 перепостов.
Я такого не видел вообще никогда. Знаете, ну, я не знаю, может, там какие-нибудь там поп-звезды пишут, там это тоже так же постится, да? Вот. Но вот такого в нашей среде я такого не видел никогда, да? Они увидели, что народ возмутился. Просто возмутился. И они испугались, да? А отсюда что следует? Во-первых, их можно побеждать. Их можно побеждать, они не непобедимы. Понимаете, они не непобедимы, они не заговорены от ответных ударов. Да? Вот, их можно останавливать, значит, их нужно останавливать. Значит, можно, и они чего они боятся? Они боятся жесткой ответной реакции. Да? Значит, они должны получать жесткую ответную реакцию. Сразу, понимаете, в морду, прямо говоря. Да? Как иначе они не понимают. Поэтому это ответ, очень оптимистическая история. Она мне очень нравится, на самом деле. Я ее буду продолжать. Не сомневаюсь. Я эту мразь не хочу отпускать просто так. Пускай отвечают. Вот. Теперь, значит, по поводу того, что Путин сказал насчет примирения. Слушайте, это вы можете призывать, я могу призывать, потому что у нас власти нет. А ему не надо призывать, он должен сделать. Да? Хочешь мира, да? Хочешь остановить вот это насилие, закрой офицеров России и открой против них уголовное дело. Не за что ли? Они закон нарушают на каждом шагу. Да? Останови финансирование этой шпане на мотоциклах, ночным волкам. Останови. Останови финансирование российскому этому самому военно-историческому обществу. Уволь Мединского, уволь Рогозина. Мало того, что спутники падают постоянно, он еще все время несет какую-то ахинею постоянную. Да? Вот. Он может это сделать в одну секунду. Он этого не делает. А значит, все его люди понимают, что это просто так сказано. Это так, это слова. Я вам скажу, я был в тот самый день, когда он обращался с посланием, я был на замечательной программе «Место встречи» на НТВ. Знаете, чудная программа такая, да, элегантная. Вот. Благодаря вашему участию она превращается конечно, всегда в яркое представление. Спасибо, да. Вот, так значит, там вот только что Путин отговорил, вот они все прямо под его портретом сидят, и дальше идет такое соревнование ведущих и большей части гостей, во-первых, в любви к Путину, ну это понятно, во-вторых, в ненависти к либералам. Тут же, только что дядя сказал, не надо, ребята, давайте жить дружно. Говорит, проклятые там и так далее. Да? То есть, почему? Они понимают, они чувствуют каким-то органом, не знаю, каким органом они чувствуют, что можно, они чувствуют, что он не всерьез говорит. Они чувствуют, что сигнал послан фальшивый. Да, конечно. Ему нужны враги. Вот нашей системе, к сожалению, нужны враги. А вот насчет настоящего, так сказать, примирения, снижения, вы знаете, мне кажется, что возможно. Вот вы будете смеяться, мы с Мягковым можем договориться легко. Вот я убежден. Потому что, вот смотрите, ну хорошо, там Мягков знает меня, я знаю теперь его, я раньше его не знал. Вот, и у нас как бы получается счет, или там с Мединским, да. Представьте себе, тот же Мягков, с которым мы лично не знакомы, да. Значит, он считает, что Крым наш, он считает там все, что положено, да, я считаю ровно наоборот. Окей, но когда мы с ним выходим на улицу, и мы видим перерытую улицу, скользко там и так далее, то мы ругаем городские власти абсолютно одинаково. Абсолютно одинаково. Мы вместе. Если у меня пробьет колесо на дороге, так, и я начну голосовать, то мужик, который остановится мне помочь, я же не буду его спрашивать, парень, как ты думаешь, Крым наш или не наш? Да? Какая разница? И я ему помогу точно так же, понимаете? И не буду я его спрашивать, наш ли Крым. Потому что нас объединяет на самом деле по жизни, да? Нас объединяет очень много разных людей. И Крым наш, не наш, это не самое главное. Нас объединяет язык, территория, история, настоящая, не то, что эти орлы придумывают, а настоящая, да? Вот. Ну и так далее. Это все действительно нас объединяет. Вот. Но они же хотят разъединять. Знаете, они же хотят разъединять. Ведь Мединскому и прочим, им же начхать на историческую правду. Слушайте, они не случайно же, смотрите, как они симпатизируют Марин Ле Пен, да, которую вообще за один стол никто ж не посадит. Ну, сколько она там голосов не взяла, приличные люди же не общаются. Да? Они симпатизируют всем вот этим Паша, между прочим, начинал с поддержки фашизма. Не просто с поддержки фашизма, конечно, а сам пытал. Вот. То есть они чувствуют близость по крови. Понимаете? Они чувствуют близость по крови. Поэтому им совершенно наплевать, фуражка вермахта или не вермахта. Им все равно. Им важно вот это, вот, чтобы строем ходили, да, и чтобы всяких, которые, значит, много об себе понимают, к ногтю. Вот что им важно. Вот. Поэтому вот так. То есть, опять же, они тем самым подтверждают на деле родство режимов, потому что они-то наследники того режима. Ну, это уж точно. Конечно, это уж точно. Конечно. Галь, а тебе близок вот такой исторический оптимизм, Леонид Яковлевич? Нет. Я, честно скажу, мечтала бы, чтобы он был бы мне близок, но как-то вот
каждодневная ситуация. Испугались же, ведь реально испугался. Вот этот вот, который тут сейчас по телевизору, по радио говорил. Да, наверное. Вот, может быть, он испугался, но у нас же в стране что-то меняется только когда у нас главный человек пугается или там не пугается. Поэтому то, что вот он испугался, это замечательно. То, что они как бы дали, что называется, назад немножко дали, ну, хорошо, и это классно. Пугаются, а там люди, вот. царь поймет. Но я хочу сказать, что две вещи. Во-первых, конечно, что это идет большая игра. И как бы ясное дело, что никто всерьез никого примирять не собирается. И даже то, что, если мы вспомним, что говорил Путин, он на вот этой встрече, на одной встрече, или, вернее, в одном, может быть, даже в этом своем выступлении, с одной стороны, он сказал, что вот надо вот этих ребят, прежде всего, тех, кто у нас патриоты, простые люди, вот они объединились, так что вы тут умные-то не очень умничаете, а вы прислушивайтесь к тем, короче говоря, да, что они говорят, и нечего там. Вот. А с другой стороны, он говорит, давайте все вроде консолидироваться. То есть, в общем, он сигналы, как всегда, посылает весьма, так сказать, ну, скажем, кому какие в разные хочется стороны разные сигналы. Да, услышать сигнал. Те такие сигналы и хотят. И вот второе, что я хочу сказать, чисто вот по практически, из другой немножко серии, но на самом деле это тоже, чем, так сказать, мы... Ну, тоже характеризует вот то состояние, в котором мы находится наше общество. Вот мы с коллегами ездим по регионам, читаем журналистам, коллегам, соответственно, лекции, журналистам-расследователям, ну, такие семинары проводим, тренинги. И вот в последнее время, понятное дело, что наше содружество журналистов-расследователей, оно было вот внесено в список, соответственно, в черный список этих агентов. Мы перерегистрировались, сейчас вроде бы формально юридически к нам претензий-то нет, поскольку мы зарегистрированы не в России, а в Праге. Но, естественно, идет, с одной стороны, троллинг в соцсетях. Это вот я хочу сказать, что вот новые уже, да, технические возможности позволяют тут расширять абсолютно бесконечно вот это вот раздувание этой ненависти. Троллинг в соцсетях, который перерастает в там, дачу по голове реальную, да, вот как было с Пасько Григорием в Барнауле, которая перерастает вот во все эти, когда мы приезжаем, выясняется, что половина людей собрали местные власти, там какие-то местные журналистские власти, и сказали, что вот к вам приезжают антигосударственные там люди, поэтому с ними лучше не общаться и вообще, так сказать, держитесь от них подальше. То есть вот это вот, что называется, в поле, вот это запугивание, это постоянное вот это вот поддерживание этой ситуации, что вот есть враги, а есть вот мы все хорошие, вот мы правильные люди, а вот эти все приезжают неправильные, оно никуда не девается, оно только наоборот сейчас, скажем так, расширяется. И более того, я считаю, что вся наша вот репрессивная машина, да, государственная, то, что делают наши спецслужбы, всякие там эти центры там и прочее, они как раз очень сейчас ведут четко вот эту вот работу, отслеживают ее. Более того, люди, которые там на местах ничего плохого вообще не делают, к ним приходят совершенно непонятно, значит, их отслеживают и говорят, что вот вы там поаккуратнее там себя ведите, а что это вы там у себя написали. То есть идет вот такая, вот это вот брожение такое внизу. Да. Мы же помним, что с бедным Борисом Немцовым тоже все начиналось, да, с каких-то вот, значит, аммиаком плеснули где-то на лестнице, потом какие-то, значит, шутники в кавычках скинули унитаз на автомобиль, как бы пробуя все время. Можно, но Леонид Яковлевич и говорит о том, что вот тут попробовали. Оказывается, нельзя. Оказывается, нельзя. Конечно, они все время пробуют. Вот в том-то и дело, что ведь поскольку границ нету, да, границ толком нету. Ну, там закон вообще, кто о нем думает в нашей стране. Вот. Но вообще границ никогда толком нет. Никогда неизвестно, это уже можно или еще нельзя. Да. Это как не только касается каких-то таких криминальных вещей. Да, там можно прийти на прием к королеве без шляпки или нельзя прийти. Ну, черт его знает. Кто-то проверяет, да? Вот. Кто-то проверяет, приходит, а его не пускают. Говорят, нельзя, к ее величеству нельзя. Ну, все, значит, назад. Вот. Так вот, они тоже все время пробуют. И очень важно давать по рукам. Знаете, вот давать по рукам. Попробовали, а, ребята, а вот сюда нельзя.
Может быть, завтра будет можно. Может быть, завтра будет можно. Конечно, у нас сил меньше, чем у них, понятное дело, да? Но это не значит, что мы должны сдаваться, понимаете? Вот. Не значит, что мы должны сдаваться. Вот, а если мы будем сопротивляться? Нельзя, главный страх. Вот их больше всего раздражает, вот я уже поняла, больше всего раздражает, когда против людей что-то такое затевается, неприятное делается, а люди не показывают своего страха. Ну, конечно, потому что они ожидают хотят, вот этот страх, они им питаются. Они хотят, чтобы просто. мы боялись. Да. Конечно, они хотят, чтобы мы боялись. И вот то, что если этот страх они как бы не получают взамен, они просто начинают беситься со страшной силой и делать глупости. Да. Они и бесятся, и делают глупости. Отлично, отлично. И надо в морду. Надо в морду. Марк, из вашего прекрасного далека, не очень-то на самом деле далека, у вас есть вот такие вот, на ваш взгляд, поводы, пусть ли небольшого, но оптимизма, как выводы из этой истории? Нет, я, к сожалению, не могу разделить оптимистическую оценку Леонида Яковлевича. Убрали они до некоторой степени это вообще случайное событие, и в том, и в другом варианте. Возможно, просто потому, что все это мероприятие курируется неким военно-историческим обществом, и они просто решили, что ставить фамилию ныне живущего гражданина России рядом с фамилией Гитлера, оно просто опускает их уже ниже уровня плинтуса. И они взяли там баночку ацетона и вытерли эту надпись. Нет, я не вижу в этом эпизоде большого основания для оптимизма. А уж то, что там какие-то были, извините вы меня, там 1000 или 22 тысячи перепостов в Фейсбуке, это уж точно никак не влияет на принятие решений. Я все-таки думаю, что по поводу того же Сенцова, который получил свою 20-очку, было гораздо больше и перепостов, и писем, и сбора подписей, и чего угодно, но нет оснований говорить, чтобы здесь был какой-то оптимизм, и что вообще были хоть какие-то каналы обратной связи, но если бы они были, понятно, что был бы другой режим. Да, два пессимиста против одного оптимиста. Я и по рукам, согласен. как по Сенцову дал. Сейчас Ситуация с Сенцовым маленько другая. Посадить Сенцова было важно для высшей власти. Было важно для высшей власти. И она действительно положила на все в этой ситуации. Да? Значит, здесь другая вещь. Это мелкое хулиганство Мединского, понимаете, Мединского, Рогозина и так далее. Да? Вот. То есть я же понимаю, я же вообще не думаю, что от того, что там закрасили мою фамилию, и надеюсь, что закрасят эту цитату Марка и так далее, да? Вот. Я же не думаю, что от этого, понимаете, жизнь перевернется. Конечно, нет. Я про другое говорю. Я говорю, что вот нам все время кажется, что они совсем непобедимы, да? А оказывается, вот в этом конкретном маленьком столкновении они испугались и отступили. Отлично. Значит, их можно побеждать. Вот и все. Сейчас мы вернемся к истории с Сенцовым и, главное, к истории того, где произошел этот разговор о нем. А до этого я все-таки хочу вас еще одним вопросом так немного достать. Вот цель вашего хождения на эти ток-шоу с участием, которые на самом деле для стороннего взгляда просто похожи на какой-то шабаш, причем шабаш идиотов даже, а не ведьм. Пусть меня простят участники. Конечно. Я прощаю. Как участник, я прощаю. Что вы хотите этим доказать, кому и что? Значит, смотрите, вопрос вот какой. Есть ли жизнь с другой стороны экрана? Вот с другой стороны экрана есть ли люди? Или уже осталась только вот масса зомбированная, и дальше их называют всячески обзывать ватой, там, анчоусами, еще кем-то и так далее. Вот. Я считаю, что с той стороны экрана есть нормальные люди. Вот. Их немного. Их немного. Я понимаю, что их немного, Господи. Но они есть. Я не знаю, сколько их. 5, 6, 20 тысяч, 3 миллиона. Я не знаю, сколько. Да? Вот. Но этим людям крайне тяжело жить. Вы понимаете, в чем дело? Вот мы вот здесь сидящие, мы живем в очень привилегированных условиях. Мы можем общаться друг с другом, можем общаться в такой среде. Я к вам приехал с центра Сахарова, где Володя Карамурза-младший представлял свой фильм о Немцове. Там все такие сидят, как мы, понимаете, и так далее. Да? Но есть масса людей в стране, которые абсолютно изолированы, которые чувствуют себя одинокими, которые чувствуют себя совершенно проигравшими. Им каждый день с экрана говорят: ребята, вы вот скажите спасибо, что вам дышать дают, что еще не жгут, как
как в Освенциме, как в песне в той было, да? И за это спасибо скажи. Им кажется, что все потеряно. Им кажется, что они остались одни, да? И вот для этих людей крайне важно услышать с экрана не какое-то откровение, господи, не могу никакого откровения сказать, тем более не успеваю, да? А услышать свои мысли, свои, то, что думают они. Я вам, знаете, что скажу? Вот нет дня нет ни одного, чтобы ко мне кто-нибудь не подошел на улице и не сказал спасибо. Ни одного дня. Причем это может быть в совершенно разной среде. В совершенно разной среде. Это может быть в бизнес-зале аэропорта. У меня золотая карточка, я много летаю, да? Вот. Может быть в бизнес-зале аэропорта, где, так сказать, ну, как бы высший более-менее слой, да? А может быть в метро и в электричке. Вот. Это может быть где угодно. И за все эти годы, что я вот появляюсь в телевизоре, а это с 8-го года, с осени 8-го года, у меня не было, конечно, да, не было ни одного негативного контакта. Ни одного. Потрясающе. Не то, что никто там не ударил, не плюнул, да? Никто не подошел и не сказал, что ты вообще сукин сын, понимаешь, тебя родина там выучила, а ты вот и так далее, да? Ни одного вообще. Вот вообще ни одного. Бывали нейтральные, когда какой-нибудь сказал: о, а я его в телевизоре видел. Ну, ладно, это не важно, да. А вот когда это как-то вербализовано, да, то это всегда в плюс, только в плюс, да. Слушайте, таксист мимо проезжает, да, стою на улице, мимо едет такси, останавливается такси. Я говорю: спасибо, мне не надо. Вот. Он говорит: да не, я просто хотел вам спасибо сказать за то, что вы выступаете. Там, ну и так далее, да. То есть, понимаете, эти люди есть. Можно сказать, конечно, я знаю люди, которые считают, что не надо ходить, они мне говорят: их очень мало. Окей, ребята, их мало, я согласен, да, но они есть. Это люди одной с нами крови. Это люди одной с нами крови. И если мы хотим, чтобы нас услышали, мы должны выйти на... да, ну а, кстати, еще ведь есть люди, которые как бы маленько сомневаются, и для которых важно, что не все испугались, очень много, на самом да, деле. что не все испугались, что кто-то осмеливается что-то сказать, понимаете, осмеливается сказать, что там Путину, я к нему впрямую обращался: ваше высокопревосходительство, уходите, не повторяйте путь Николая II. Вот, это по Первому каналу было, да, и дальше они смотрят, а этот парень вроде видно живой дошел домой, потому что на следующий раз опять появился, да. Значит, не сумасшедший, в тюрьму не посадили, в сумасшедший дом не посадили, может быть, еще есть какие-то шансы, понимаете. И вот мне кажется, что это наш долг на самом деле об этих людях думать и как-то им помогать. Вы знаете, что в чем проблема в этих походах, да? Для меня лично. Не то, что они там все орут, не то, что там всякие эти голосования устраиваются, на которых я всегда, естественно, там просто далеко-далеко. Это все ладно. Там другое хуже. От меня не зависит продолжение этой драки. Понимаете, я могу сказать, что меня раньше звали. Я не знаю, позовут меня завтра или нет. Откуда же я знаю? В какой-то момент кто-то там за красной стенкой, у него там что-то щелкнет, он позвонит и скажет: ребята, а что вы зовете-то вот этого? Он тут что-то чирикает тут все время, понимаешь? Вот. Ну и все, привет, больше звать не будут. Вот это плохо, на самом деле, это плохо. А пока зовут, я буду ходить. Я буду ходить. Это вот сила обаяния. Убедил тебя, Леонид Вот Ильич? сила Будешь обаяния. ходить на ток-шоу, если тебя позовут? Нет. К Норкину и прочим Вот, господам. нет, не буду. Я, Да нет, это надо кураж. Просто не надо. Ну, и вообще, это, конечно, не для женщин, это уж я, точно, наверное. ну, не знаю, Да тут не, надо, ну, тут что, не важно, сексизм. сексизм тут не... Ваш сексизм, пожалуйста. Не потому, не что надо. женщины хуже, а потому, что они Вот. лучше. Ну, может быть, Да, так принимается. Незваный гость хуже. Да. тотально, Лучше. Нет, лучше, да, лучше. Да, лучше тотально. Я хочу сказать такую вещь, что, понимаете, я, с одной стороны, вот понимаю вас, и действительно у вас есть, видимо, какое-то еще внутреннее такое обаяние и некий такой вот внутренний драйв, который вам, во-первых, позволяет это делать, и делать хорошо, и держаться там, и слава тебе, Господи. Но я хочу сказать, что, конечно, если брать, так сказать, в общем, то влияние и воздействие на аудиторию, конечно, минимально. Потому что, по большому счету, вот опять же, по опыту общения там сейчас с людьми в самых разных городах и весях нашей большой страны, большинство людей, которые, ну, скажем так, которые в чем-то сомневаются, которым плохо, которым все это вот обрыгла, вот эта вся ситуация, которые не знают, как вообще сводить концы с концами, они просто не смотрят этот телевизор. Конечно, Галь, конечно. А смотрят в основном люди, которые, наоборот, ищут там какую-то
А те, которые ко мне которые подходят? поддержку своим каким-то, то есть, А которые по мне подходят и спасибо говорят, а они кто? Есть такие всегда, это замечательно. Так вот для Но их них просто надо. мало. Так вот для них надо. Ну, Мало, да, много. И да, нет, каждый человек. такие, конечно, есть. Вот я пока согласна. один есть, надо выступать. Нет, поэтому, понимаете, я тут занимаю позицию четко такую, что если есть люди, я считаю, что каждый для себя решает сам. И уважаю и тех, и других. И тех, кто ходит на эти мероприятия и считает, что и действительно имеет какое-то доказательство того, что это не зря происходит, да, и в конце концов, даже 2 человека, 3 человека, это хорошо, если они как-то получают от этого какой-то вот тоже заряд. Вот. И те, кто не ходит на это, я тоже понимаю и уважаю, и, как бы тут... Не знаю, нету, наверное, однозначного ответа. Марк, на ваш взгляд, много таких людей или мало? Потому что у вас есть своя лакмусовая бумажка, это отзывы на ваши книги, которые выходили огромными тиражами и много раз переиздавались и так далее и тому подобное. Много каких людей? Я хочу уточнить вопрос, потому что это важно. Здравомыслящих людей, критические, глядящих на то, что происходит, не поддающихся вот этому или пытающихся не поддаться вот этому зомбированию пропагандой? Понял. На этот вопрос я однажды отвечал, и недавно выяснилось, что я был прав. Начну сначала. Где-то года 4, наверное, назад я был в Варшаве, там была книжная выставка, презентовалась моя книга. И там у меня журналисты спрашивают, а вот как в России относятся к вашим книгам? Я им 4 года назад сказал, что мои книги разделили Россию пополам. 1% горячо поддерживает меня, 1% меня тоже горячо ненавидит, 98% не знают, знать не желают и никогда не узнают ни про меня, ни про мои книги. И мне кажется, что я оказался прав, и мне это стало в очередной раз понятно. Мы опять же возвращаемся к событиям последних, так сказать, дней, микрособытиям и микробурям в микростакане последних дней. Я имею в виду фильм «28 панфиловцев». Нельзя было не заметить, что этому фильму оказывалась колоссальная информационная поддержка. И всех телеутюгов только про него и рассказывали. Все сколь-нибудь малые, большие, крупные СМИ про него что-то сказали. Тот же самый Первый канал, эта их ужасающая программа «Время покажет». Целая передача была в пятницу, там 40 минут они обсуждали этот все фильм. При такой колоссальной информационной поддержке я захожу на вполне профессиональный сайт какого-то Российского киносоюза, где все данные по прокату. Безо всякой идеологии, просто данные по прокату. Докладываю. Среднее количество зрителей в зале на одном сеансе 28 панфиловцев, при таком наезде информационном, при такой информационной поддержке, 24 человека. 24 человека в зале. То есть для маленького зала это надо назвать словами полупустой зал, а для нормального кинозала это почти пустой зал. Это при таком колоссальном наезде информационном, при таком информационном давлении, при такой рекламной поддержке. А всего этот фильм посмотрел уже 1 134 000, я по памяти, конечно, называю, 1 134 000 человек. Второй уикенд уже идет резкое снижение, то есть можно предположить, что там еще где-то будет, 1,5 миллиона, наверное, его посмотрят. 1,5 миллиона его, наверное, посмотрят. А мои книжки, не имеющие нулевой уровень рекламы, нулевой, абсолютно никакой рекламы никогда не было нигде. Смешно говорить о том, что никогда меня не было ни на каком центральном телеканале. Никогда не было ни одной рецензии ни в одном большом федеральном СМИ. Мои книжки проданы совокупным тиражом 270 000. Что мы уже видим, в общем-то, цифры достаточно одного порядка, но это же еще не все. А как можно говорить об объеме продаж товара, которого нету в продаже? Конечно.
когда мне надо, у меня-то это я не выдумываю, это просто моя реальная такая вот головная зубная боль. Я периодически, ну понятно, встречаюсь, конечно, с людьми. Ну, от меня до некоторой степени ожидают, что я подарю человеку свою книжку. И я бегаю, оббегаю все самарские магазины. И где-то, может быть, в каком-то забытом богом на углу, там, на краю города, в магазинчике что-то осталось. Книг нету. Вы можете посмотреть Бибер Глобуса, вот московский, там, книжный магазин «Москва». Годами их нету. И при такой ситуации 270 тысяч продажи. Поэтому, мне кажется, моя полушутливая вот такая вот юридическая оценка была достаточно адекватна. 1% вовлечен в это дело с одной стороны баррикад, еще 1% взрослого населения вовлечен с другой стороны баррикад, а всем остальным, вообще говоря, это все абсолютно уже не интересно никак. Ни 28, ни 38, ни Мединский, ни антимединский. Совершенно другие проблемы у людей, другие интересы. Понял вас, хотя, на мой взгляд, эти ваши выкладки прозвучали вполне оптимистично. Сколько у вас читателей, несмотря на то, что никакой вам нет ни рекламы, ни продвижения, ни просто достаточном количестве переизданий ваших книг. А теперь вот я хочу вернуться к истории с Сенцовым вот в каком ракурсе. Это встреча господина Путина с господами деятелями культуры. Во-первых, Сакуров единственный человек, который, во-первых, поднял не только тему Сенцова. Он говорил о том, что он не понимает, как можно людей вообще за проявление политической активности, за проявление любого какого-то, так сказать, несогласия наказывать, шельмовать и так далее и тому подобное. Содержательное было его выступление, но оно, во-первых, было единственным, а во-вторых, никто из этих господ, деятелей культуры, даже не подхватил ни одну из тем, поднятых Сакуровым. Мне кажется, что это все-таки, это же не федеральное послание, которые слушали действительно какие-то существа с другой планеты, не имеющие с нашей жизнью ничего общего. А вот на этой встрече с деятелями культуры сидели, в общем, они действительно деятели культуры, кто-то в кавычках, кто-то без, но по уровню подобострастия, по уровню какого-то такого присмыкания, звучавшего в большинстве выступлений, я даже должен сказать, что это несопоставимо с советским временем. Я себе представляю, как понимаете ли, и что представлять. Мы были сами свидетелями, как Юрий Петрович Любимов на какой-нибудь встрече с министром культуры, с Брежневым просто не было никаких встреч, но с министром культуры и так далее, какие он затеивал бучи. Или Олег Николаевич Ефремов, человек более такой, так сказать, маневренный и дипломатичный. И тем не менее, что с кем у нас-то вообще эти самые господа деятели, мастера культуры? С кем вы мастера что культуры? Происходит? Да там Что еще... происходит с людьми, которым, повторяю, бояться-то все-таки нечего. Как Возможно, нечего? физически. Подождите, физически нечего. Я просто, понимаете, так, когда, там, допустим, речь идет о человеке, у которого театр, у которого там еще что-то в этом духе, да, то я не осмеливаюсь его судить. Знаете, вот лично я просто не считаю себя судьей, да. Вот человек, мы всегда все, нету общих формул, понимаете? Нет общих формул. Вот. А у него театр, а у него что-то, а он хочет еще вот это поставить, и это поставить, и это поставить, и поставит. И, возможно, действительно здорово поставят. Да? И вот он для себя решает, вот что лучше. Я не судья ему, понимаете? Я ему не судья. Я не могу этих людей судить. Там надо еще, между прочим, тоже принять во внимание, кого туда позвали. Там же очень мало кого туда позвали из таких вот... будь здоров, 100 вообще да, там очень самое. много сидел, неизвестно, кто там сидел, но из таких вот реально, тех, кто у нас на слуху, я, конечно, не могу претендовать, что там всех знаю, да, но там были Гергиев, понятное дело, что Гергиев, называется, да. свои люди. Там был
театр наций Миронов. Друзья мои, Сакуров тоже свой человек, ленинградский, ну и вот. Путин, секундочку, и Путин все время пытался его как бы этим осадить, Да, все время да. намекая, все время говорит, ну, мы с вами не раз говорили, мы с вами еще поговорим, и тем не менее Сакуров упорно пер, молодец. гнул Молодец. свою Это мысль, но он замечательно. один, Да, вот, он как, один. вот как Гозман Да. на этих самых шабашах. Так тут Вот Сакуров, поэтому- где вокруг, как казалось бы, все-таки не ведьмы Леонид, и не идиоты. Вот поэтому и позвали из таких, кто мог вещать, как Сакуров, одного Сакурова. А всех остальных, которые было понятно, что не будут вещать, как Сакуров, их вот там, Михалков, конечно, там был, ну, понятное дело, что все, кто было понятно, как будут вещать, вот их тоже позвали. А из таких вот людей, вот то, что, о чем мы сейчас говорим, Нет, там я один думаю- Сакуров там я и был. думаю, все-таки проблема глубже. Я думаю, что она совершенно не исчерпывается тем, что вот позвали, в свое время позвали, и, казалось бы, проверенных выступил Шевчук. Опять же, в Ну, вот полную тут- пустоту а тут упали. Сакуров. Но я говорю про то, Так что вот. в полную пустоту это Это падает. Это Ну, было потому невозможно что, Лёнь, даже в потому советское что время. никто не верит в то, что эта система может быть изменена. Вот даже В отличие от люди- советской системы. А вот тогда верили. Тогда не знаю. верили. А вот сейчас, посмотрите, даже, так сказать, вот мы здесь собравшиеся, да, тоже вот я тут один идиот, который верит, что можно на что-то подействовать, да. Вот, это же у Губермана было: мой горизонт кристально ясен и полон радужных картин. Не потому, что мир прекрасен, а потому, что я кретин. Вот. Так вот, понимаете, люди действительно в это дело не верят. А когда они не верят, они не идут на баррикаду. А какой черт идти на баррикаду, когда все равно ничего не возьмешь? Потому что, ну, плеть обуха не пересебешь, бодался теленок с дубом, а чего бодаться? Ну и так далее. Да? Вот Сакуров оказался, вот, ну не знаю почему, вот он полез, да, Шевчук полез, этот, как его, Макаревич полез да, в свое Макаревич время, да. полез, говорит, и чего тебе, брат, не хватало, да, ну и так далее. Вот, ну, конечно, это единицы все. Ну, на самом деле- Общество в тяжелом положении. Да, общество в тяжелом положении. На самом деле, недавно общаясь с одним писателем известным, не буду называть, но был такой разговор, что, ну, вы журналисты, конечно, вам понятно, вы там все политизированные, вам, так сказать, и карты в руки, вы там боритесь. Ну, а что мы, писатели? Нас главное, чтобы нас не трогали. Вот мы будем писать о вечном, о прекрасном. Главное, чтобы вот все тихо, спокойно. Нам вроде, у нас цензуры нет, мы спокойно вот работаем, и слава тебе, Господи. Может, вот, он прав в чем-то, между ну, прочим. Вот, возможно. что, да. Возможно, он прав. Да. Но в конце концов кончится все тем, что и за ним придут. И Конечно, еще за... конечно вот, придут, конечно, собственно, придут. все же Да, да. повторяется, к А сожалению. может быть кто-то другой, кто пытается лбом стену прошибить, да, здесь еще не упоминается людей, которые там типа Ильдара Дадина, которые да. пытаются прошибить по-настоящему, да, ну, вот. Может быть, они прошибут стену, да, и за ними не придут. Тоже ведь возможно. И Кто вот ж- смотрите, кто же опять знает? же, письмо в поддержку Ильдара Дадина подписал Борис Гребенщиков. Да, Тоже, да. тоже, наверное, так сказать, подумал, взвесил. Ну вот и как-то понял. вот не смог не подписать, Не смог по всей не вероятности, подписать. да. Ну, что. Завершая нашу программу, мы не можем дать, но буквально 1 минуту нашему дорогому Марку. Марк, ваш взгляд на современное российское общество в том аспекте, в том разрезе, о котором мы сейчас говорили. Ну, кроме того инстинктивного смеха, который вызвал ваш вопрос, я даже не понимаю, чем заполнить минуту. Плохие дела у этого общества. Плохие дела у этого общества. Упомянутый Макаревич как-то написал песенку «Поможет чудо или буксир». Но на чудеса рассчитывать можно всегда. Это дело такого личного духовного выбора. А вот то, что кто-то в мире захочет буксировать эту огромную страну, которая уже фактически по колено или по пояс утонула в болоте, вот на это даже в порядке чуда рассчитывать не приходится. Поэтому не вижу, конечно, оснований для пессимизма. Однако, если еще осталось 20 секунд, то не могу не сказать, что, конечно, Сакуров был на 146% прав. Примирительной оценкой Леонида Гозмана я не согласен. И каждый присутствующий там обязан был поднять свой голос в защиту человека, которого незаконно мучают. В прямом эфире вы смотрели программу «Грани времени». Ее участниками были Леонид Гозман, Галина Сидорова, Марк Солонин. Вел передачу Леонид Велихов. Всего вам доброго.